Салам алейкум, хурматле милләттәшләр. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня я хотел бы поговорить с вами об очень важной теме, которая касается возврата исторических земель. Я знаю, что у многих национальных движений, у многих народов сегодня остро стоит проблема территорий, проблема возврата исторических земель обратно к себе. В свое время советская власть самовольно, самопроизвольно чертила границы, как ей угодно, отдавая в другие областя, на другие территории земли коренных народов. И сегодня мы получаем то, что огромные земли разных народов России не входят в состав, да, государственных образований, республик. Из-за этого мы имеем очень много территориальных претензий. Я не буду останавливаться на территориальных претензиях других народов, других национальных движений. Будем говорить только о нас, о башкирах. Итак, земли можно вернуть обратно, исторические свои земли, двумя способами. Первое – это через референдум, через честный референдум, через волеизъявление населения. Второй способ – это через войну. Практически все войны на земле происходят из-за территорий, да, которые хотят присоединить, из-за споров о земле. Не будем далеко ходить, не будем там брать примеры там, по всему земному шару. Возьмем примеры из России. Сегодня война с Украиной идет из-за земли. Это Донбасс, это Крым. Нагорный Карабах был война между Азербайджаном и Арменией из-за земли. В Молдове проблемы Приднестровья, конфликты между ингушами и осетинами, война в Грузии, да, из-за Абхазии, Южной Осетии и так далее, и так далее. То есть все конфликты, вооруженные конфликты, все войны в основном из-за территориальных претензий. Теперь вернемся к нам, к башкирам. У башкир есть такое понятие, как исторический Башкортостан. Исторический Башкортостан – это территория, куда входили раньше башкирские земли и были разделены между башкирскими родами. Сегодня, если брать сегодня исторический Башкортостан, то в него входят такие территории таких областей России, как Челябинская область полностью, Оренбургская область, Курганская область, часть Свердловской области, часть Пермского края, часть Татарстана, часть Самарской области, часть Саратовской области. Вот эти все территории составляют название исторический Башкортостан, которые когда-то принадлежали башкирам и, еще раз говорю, были распределены между башкирскими родами. Есть горячие головы среди башкир, среди башкирского национального движения, среди башкирских националистов, которые говорят о том, что нужно вернуть обратно наши исторические земли. Давайте не будем останавливаться на всех территориях, остановимся только на Челябинской области и Оренбургской области, о которых больше всего говорят башкиры, которые хотят вернуть их в состав Республики Башкортостана. Итак, выгодно нам вообще или невыгодно вернуть эти земли в состав Башкортостана? Если мы возвращаем их тем или иным способом, что мы из этого получаем? Ну, давайте сразу определимся, что, конечно же, войной воевать никто не хочет. И башкиры не готовы возвращать эти земли через войну, через вооруженный конфликт. У башкир просто нету сил столько, чтобы возвращать. Но сколько готовы башкиры положить жизни ради возврата Челябинской и Оренбургской области? Сколько? Вот сколько башкир вы готовы отправить на тот свет, чтобы вернуть эти земли? Вопрос риторический. Представим, что эти земли вошли через референдум. Ну или как-то там, да, то есть, но не через вооруженный конфликт. В общем, они вошли в состав Республики Башкортостан. Что мы получим в этом случае? Итак, я здесь сделал раскладку
по численности населения. Сразу скажу, что опирался я на перепись, на последнюю перепись в России, которая проходила в 2020-2021 годах. Других данных у меня нету, ни у кого нету других данных. И, конечно же, можно думать о том, что были фальсификации, были приписки к тому или иному народу, что перепись прошла нечестно. Я тоже считаю, что это так. Но, еще раз повторю, что других данных у нас нет, и будем опираться на те данные, которые есть. Итак, на сегодняшний момент территория Челябинской области заселена, в ней проживает 3 миллиона 407 тысяч человек. Ну, и там копейки, да, которых я не буду указывать. 3 миллиона 407 тысяч человек. Численность населения Челябинской области. Из которых русских составляет 2 миллиона 829 тысяч человек. Или 83,8%. Округлим, если 84%. Это можно с уверенностью говорить, что это моноэтническая область, заселенная русскими. Больше 80%, если проживает население того или иного народа, уже можно говорить, что это моноэтническое государство, моноэтническая территория. Да? 84% русских. Башкир. Значит, в Челябинской области проживает 162 513 человек. Или 4,81%. Татар проживает 180 913 человек, или же 5,36%. В общей сложности башкир и татар составляют 10% населения Челябинской области. 84%, еще раз повторю, русские. Остальные 6% распределены между другими народами, разными. Переходим к Оренбургской области. Оренбургская область, численность в Оренбургской области составляет 1 миллион 841 тысяча человек. Общая численность населения. Из которых русских 1 миллион 380 тысяч человек. Или же 79,29%. Округляем, это 80%. Тоже моноэтническая территория, заселенная русскими. Башкир. Численность башкир составляет в Оренбургской области 36 181 человек. Или 2,08%. Численность татар составляет 116 605 человек. Или 6,7%. Еще можно прибавить сюда численность казахов, которых тоже 6%. В общей сложности численность мусульманского тюркского населения, татар, башкир и казахов будет составлять 15%. 80% русских. Остальные 5% распределены между другими народами. Теперь, то есть, если мы присоединяем обе эти области, Челябинскую и Оренбургскую, к Башкортостану, то мы присоединяем 4 миллиона 210 тысяч 563 человека русских. 4 миллиона 210 тысяч русских присоединяем к Республике Башкортостан. Также мы присоединяем 297 тысяч татар, 198 тысяч башкир. Теперь, если мы объединим все народы, объединенные, да, в так называемый гипотетически объединенный Башкортостан, какая будет общая численность? Общая численность этого территориального образования будет составлять 8 миллионов 459 тысяч человек. Огромное, да, число, в принципе. Учитывая, по поводу русских теперь, учитывая, что русских у нас уже на сегодняшний момент проживает 1 миллион 509 тысяч человек на сегодняшний день в Республике Башкортостан, это 36%, то в общей численности с присоединением русских в Челябинской и Оренбургской области общая численность русских будет составлять 5 миллионов 719 человек. Это практически 70% населения. Башкир мы присоединим 1 миллион. С присоединением башкир будет в Республике Башкортостан 1 миллион 467 тысяч человек. И татар будет 1 миллион 272 тысячи человек. Еще раз повторяю, что
В общей сложности русских будет 70%, башкир будет примерно около 17%, татар будет примерно 13%. Что мы получаем? Если сегодня русские составляют в Республике Башкортостан 36%, а башкиры 31,5%, потихоньку догоняем, да, то с присоединением этих двух областей население русских в Республике Башкортостан резко скаканет вверх и составит 70%. Башкиры же в пропорциональной численности в процентном соотношении уменьшатся сразу же с 31% до примерно 16-17%. Нам это надо? Мне нет. Теперь давайте рассуждать логически. Если мы присоединяем эти территории, мы же присоединяем не просто земли, мы присоединяем территории с народом, с населением. И мы присоединяем население же не безмолвное, не бесправное. Естественно, они будут наделены такими же правами, как и жители Республики Башкортостан. Как новые жители Республики Башкортостан, у них будут права голосовать, избирать и быть избранными на выборах. Ну и теперь, наверное, понятно, что на первых же выборах кто победит. Кто будет по национальности президент, кто будет по национальности депутаты, какая численность будет депутатов русских в парламенте. Я думаю, что, еще раз говорю, вопрос риторический, да, всем понятно. И где гарантия, что через 5, через 10 лет это население, 70% русских, не проголосует за то, чтобы отменить Республику Башкортостан, ликвидировать ее и, допустим, вместо нее образовать там, не знаю, там, Уфимскую губернию. Где гарантии? Таких гарантий нету. Потому что мы сами присоединили это население. Бесправными мы их не можем сделать никак. Да у нас и нету таких сил, чтобы сделать их бесправными. Теперь рассмотрим вариант, что если они не захотят присоединяться, эти области, что будем делать? Воевать? Силы присоединять? Еще раз говорю, у башкир нет таких сил. Поэтому в любом случае нам невыгодно присоединять эти две области к Башкортостану. И что бы ни говорили, что бы ни кричали горячие головы среди башкирских националистов, среди башкирского национального движения, я сам башкирский националист, но я мыслю логически и трезво. Я понимаю, что нам невыгодно присоединять эти области. Теперь что нам выгодно? Нам выгодно присоединить так называемый Кувандыкский коридор Оренбургской области. Кувандыкский коридор – это сегодняшний Гайский и Кувандыкский район Оренбургской области, где проживает компактно башкиры, башкирское население. Вот нам выгодно присоединить эти два района к нам. Тогда мы будем иметь выход к Казахстану. А вместе с нами будут иметь выход и татары, и другие республики Урала-Поволжья. Это Мордовия, это Удмуртия, это Мариэл, это Чувашия, это, еще раз говорю, Татарстан. Через нас, через Башкортостан мы будем иметь выход к Казахстану, что нам очень выгодно и жизненно необходимо. Как мы будем присоединять эти земли, этот Кумандыкский коридор? Конечно же, не через войну. Еще раз говорю, война нам не выгодна. Нас всего 1 300 000 проживает в Башкортостане. И воевать с Оренбургской областью, где также 1 300 000 проживает русских, плюс еще 1,5 миллиона русских проживает в самой Республике Башкортостан, нам это невыгодно, и мы не вытянем эту войну никак. Надеяться на то, что Казахстан вяжется в войну с Оренбургской областью, ну, очень наивно. Поэтому нам нужно договариваться дипломатическим путем с властями Оренбургской республики или там какое государство будет на территории Оренбургской области в будущем. Нам нужно будет с ними договариваться о том, чтобы они нам вернули эти земли. Что мы взамен им предоставим, я не знаю. Ну, конечно же, будем подключать Казахстан, казахстанские связи, чтобы этот коридор был в составе Республики Башкортостан. Нам это выгодно, еще раз говорю, всему Уралу-Поволжью.
Дальше еще что нам выгодно? Нам выгодно, чтобы нашими соседями была не большая, огромная Россия, потому что, ну, давайте честно признаемся, что даже если все национальные республики отсоединятся от России и обретут независимость, все равно Россия останется огромной территорией, огромным монстром, который рано или поздно все равно, который будет давлеть над нами, нависать над нами, а, у которого будут свои претензии к нам, и которые рано или поздно через пятую колонну в составе наших республик, а именно русских, будут пытаться вновь нас присоединить к себе. Нам это невыгодно. Нам выгодно, чтобы чтобы Российская Федерация, Россия сегодняшняя, развалилась на несколько десятков государств. Помимо национальных республик, чтобы образовалось несколько десятков регионалистических регионов, региональных республик, таких как там Сибирская республика, Уральская республика, Ингерманландия, там, Казахская республика, ну и так далее, там, да? Русская республика обязательно надо, чтобы была. Вот это нам выгодно. Нам выгодно, чтобы рядом с нами образовалась Уральская республика. Есть проект Уральской республики. Мы помним, что в 1993 году Свердловская область переименовывалась в Уральскую республику, но, к сожалению, ее очень быстро запретили, да, Ельцин запретил, хотя он сам выходец из Свердловской области. Так вот, есть такой проект на сегодняшний момент Уральской республики, куда входят Свердловская область, Челябинская область, ну и там, по-моему, Курганская и области тоже. Выгодно нам эта Уральская республика? Ну, с одной стороны, да, выгодно. Конечно, если это будет огромное тоже государство, то если оно будет мирное, то, в принципе, ничего страшного. Если это будет агрессивное государство, то, конечно же, оно создаст нам проблемы. Все-таки мы заинтересованы в том, чтобы это было мирное, независимое государство под названием там, Уральская республика или как там по-другому будет называться, чтобы нам экономически взаимодействовать друг с другом, торговать, дружить, культурно обмениваться связями. Это нам выгодно. Это нам намного выгоднее, если будет вся Россия, территория всей России. Я знаю, что у многих есть вопрос по поводу Аргаяшского и Кунашакского района сегодняшней Челябинской области. Там сегодня проживает больше 50% башкир. Это башкирские земли. Когда-то они даже входили в состав Первой Башкирской республики Башкортостана. Вопрос очень сложный по поводу них. Присоединить их мы никак не сможем, потому что они анклав, они никак не соединены территориально с Республикой Башкортостан. Поэтому, конечно же, мы будем договариваться с тем образованием, которое появится на территории сегодняшней Челябинской области. Оренбургская это республика, Уральская республика это будет или какая другая. Будем с ними договариваться о том, чтобы все права у башкирского населения там были обеспечены. И языковые, и культурные права. Но, конечно же, мы у себя в Республике Башкортостан обязательно откроем программу по репатриации наших соотечественников, башкир по национальности, из всех тех областей, где они сегодня проживают. Если они не захотят больше там жить, они всегда смогут найти приют, обрести свой дом в Республике Башкортостан. И они автоматически станут гражданами Республики Башкортостан, потому что они являются башкирами по национальности. Итак, нам выгодно, чтобы вместо России она развалилась на десяток независимых государств, в том числе, чтобы у нас рядом с нами образовалось независимое государство, Уральская республика или как-то она по-другому будет называться. Нам выгодно, чтобы к нам вернулись наши земли, но частично, а именно Кувандыкский коридор, это сегодняшний Гайский и Кувандыкский район Оренбургской области. Будем стараться договариваться, чтобы они вернулись к нам. Я думаю, что договоримся.
Оренбургской области тоже выгодно иметь рядом и на юге, и на севере, то есть и Казахстан, и Башкортостан, чтобы были рядом с ними дружескими государствами, а не врагами из-за клочка земли. Тем более, если, ну, честно признаться, да, что э, сперва Оренбургская губерния, потом Оренбургская область, это искусственно созданный буфер между казахами и башкирами. И население сегодня Оренбургской области прекрасно это знает. Поэтому я все-таки надеюсь, что здравый смысл возобладает, и территориальные эти вопросы мы решим мирно. Вот это я хотел с вам объяснить, свое видение. Если у вас есть какие-то вопросы, если у вас есть другое мнение, пишите в комментариях, распространяйте это видео, будем обсуждать, делитесь, подписывайтесь, кто не подписался на мой канал. Всем салам алейкум, хау